таковище, бьются грудью до крови, не на шутку расходились быть бы живу. Такими когда-то жили от зари и до зари, и влюблялись, и любили, мчались годы с той поры. Даба-даба-дай, да-дай, даба-даба-дай, да-дай, даба-даба-дай, дай-дай-дай-дай, даба-даба-дай, дай-дай-дай-дай. Мчались годы, стерлись клювы, раны зажили давно, а рябину всю склевали, да порвали на веники. А было дело, ведь когда-то передергивал лады. Дай, 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 дай. На горе красивые места. Васькина проток называется. Острова тут. Один из сложных перекатов реки Алдан. И вот под ней расположился десант пожарников. Все, собираемся идти бороться с огнем. Тут ребята с Томмота. Я Вершинин Андрей такого знаю. Хлопоты перед выходом. Вчера после обеда пролетели, а тут расположились лагерь. Сходили, разведали. Сегодня пойдут тушить. Молодцы, ребята. Работа идет. Собираются. Отряд в работе. По краю возгорания идем потихоньку. Все группы довольно скрупулезно осматривают края возгорания. Вот, например, вот такие вот повалившиеся деревья, да? И вот по ним огонь может перейти на ту сторону ключа. И вот тут ключ тормознул. Вот чтобы на ту сторону не перешла, вот эти деревья, которые через речку, через ручей, надо перепилить. Такая техника у них, оказывается. Техника тушения. Вот. Ходят специально, осматривают. Вот. Сказали дождаться с бензопилой, который, и с ними попилить им, сказать. Вот так они там перестали работать. Сейчас подойдут, наверное. Вот идут, которые с бензопилой. Сейчас подойдут, эти распилим. Ну и там ребята тоже, по-моему, что-то нашли такое дерево. Вон метров 50-70 от него. Разговаривает. Нет, там что-то по дороге нашли. Пилят уже. Их там трое. А я тут даже, получается, мимо прошли. Ну, скорее всего, такое же упавшее дерево.
Надо сейчас их откидывать сюда. Надо вот такие оказывается. Вот воду, да? Все, точно обрезали. На этот раз точно обрезали, да? Смотри, через ключ перебралась по такой же павшему дереву. Вон горит, стоит свечка. Вот с ней надо справиться сейчас. Нас распилит, начнем поливать. Видать, он уже пару рулышек на нее будет, но все равно горит, стоит. Следом идут, вот проливают, и топчут. Топтать ногами надо. Конечно. Лучше способа не придумать. Залить водой и притоптать. Ну тогда заливаешь водой, он намокает и вот доступ воздуха прекращает. Она же не пропитывается сразу же, она она пропиталась. И доступ воздуха ему перекрывает, который снизу, да? Да. Понятно. А вы давно работаете, да? Ну, я до этого 3 сезона еще шел. А В 13 году первый раз начал. В 12 году. А часто приходится так выезжать за лето-то? Когда как? Да, ну прошлое лето вообще страшное было, да, что-то по всей Якутии. Ну, у меня прошлое лето было страшное, у меня не было. Я вот на это лето думал, надо. Видите, как лето будет, тоже неизвестно. Ну, вроде дожди обещают. Я его знает. Это ж как Бог посмотрит, да? Это уже самолет еще купили, 2. Которые дожди вызывают. Не, ну а как снабжение относительно тех лет, короче, улучшилось, не? Как думаете? Ну, если у меня сравнивать 2012, то и вот это, конечно, улучшилось. Да, совсем, да? Намного лучше. Нас вообще не понял. Да. Ну, все старое, насосы все старое, все переломанные. Только чисто на энтузиазме, типа. Палатки выдают, блядь, спальники. Ну вот олени спальники, говорят, вы выдали, да? Ну. Это говорили, а? Ну хорошо же. В оленях спальниках-то. Так что вот так. Ну ладно. Вот это я пилю, Да, я уже ее притушил. А что может ее... Она только начинала, блядь, вроде бы все молчит, но хуй знает. Не, надо пильнуть ее, Она же трухлявая, может топором. Ага, сейчас я сделаю. Сейчас солнышко нет. Ребята, пошли дальше. Скрупулезно так осматривать. По обратной дороге это тоже проверим. Сказали. Идешь к нему, и он тебе все подробно расскажет, что как, что почем. А в прошлом году где были? Да, где-то на Мы были, сначала мы были в Шульмане, в том году, в начале. Да там что, 5 дней вы были, 6. Потом поехали, куда мы поехали? Покровск. Покровск, да. Да, стороны где-то Кочекацев, там же были. Что-то такое говорил. Андрей так рассказал. Там тоже ОПТ же было, да? Там инспектора какие-то были тоже. Там села ходил, бюра там какие-то. Сначала-то это, как деревня так была. Рядом там, где Головата еще тушила. Женщина. Помнишь, как ее называла деревня? Я не помню, как ее. Ну, возле Лены, короче, там. Возле этих, как столбов этих клинских там. Не возле, ну где-то недалеко. Ну, да. Да мы много там где были.
Запутались даже. Ну, С пожара на пожар. так мы все лето, говорю, там. Мы приехали только домой, и то мы еще потом в конце в Ушмаеву поехали. Мы выехали только по снегу, блин. Домой только приехали. Тот год вообще сумасшедший был. Относительно прошлого года нынче снабжение как? Ну, пока только Пока началось. Пока только началось, наверное. Так дальше. Не, ну, в прошлом году-то хлебанули лихо, нынче-то должны же распорядиться лучше, да? ничего. Наверное. Ладно. В прошлом году. Она уже горевшие места откидывает. Тут, наверное, тушить надо. Вот так. Лишнего тушения. Работа слаженная. Должна быть. Так, ребята дальше пошли, посоветовались, то все. Сейчас на Алдан выйдем. Это уже верхняя кромка пожара получается. Ну здесь-то вчера полыхало, будь здоров, хорошо полыхало. Видишь, почему-то они удивляются. Ну вот посюда говорят, почему не ушло. Радуются, идут. Что здесь она? Очередное лежачее дерево. Сейчас распилят. Оставляют на работе. Они уже второй раз нам навстречу пришли. Метров 200, да. 200, говорят, осталось. Вот по таким деревьям мы стоим. За периметр. Работает, ребят. Все, закончилось. О. Вот так вот. Делали. Расчистили вертолетную площадку. Завтра должны уже улетать на переброску, говорят. Куда перебросят, неизвестно. Вот таким же табором и поедут, ребят. Дальше тушить пожары. Так вот. О, над костром тент натянули. О, у них там интересно. Нам надо вон сейчас площадку подготовить. Подождите. О, Сергей
Как фамилия-то была? Третьяков Сергей Сергеевич, инструктор десантно-пожарной группы Алданского авиаотделения. Авиалесоохрана у вас тогда называется. Да, авиалесоохрана, Алданское авиаотделение. Ну и вчера вы это... позавчера же прилетели, да? Да, позавчера прилетели, переправились на эту сторону. А пожар... Этот вот пожар, это на территории ОПТ, это особо охраняемая природная территория, да? Сколько там это посчитали? 30,5 гектар сгорело. Горело. Вчера прошлись, замерили 30,5, Не, ну, 30 568. Да, только начиналось и смысл между двух ключей, но он через ключ перебрался и ушел, да? Ну он там в одном месте и перебросило, но поймали его через ключ. Не, ну я тоже вчера с вами ходил, там несколько дней, там не на одном месте, там десяток даже было. Там бы еще, если бы вы не прилетели, то этот пожар ушел бы по территории. Ну, вовремя среагировали, да? Самое главное, что вовремя все сделано было. А сколько у вас в отряде человек? По штатному 10 человек на постоянной службе и 1 контрактник на летний период. Да, да, понятно. Ну, как это самое нынче? Это у вас какой выезд нынче? Это пока первый. Но так по Якутии еще много пожаров уже. И вот, Вроде как Алекма очень сильно горит. Там у них что-то за 250 гектар было. это уже сильно разросшийся Ну, там пожар. угроза была даже, по-моему, если я не ошибаюсь, Буденновску. Поселок. Или Чапаевск, или Буденновск, что-то такое. Ясно. Там в 8 километрах от него. А как у вас это самое нынче, как работа? Значит, на прошлый год очень тяжелый год же был. Ну да, там мы вот все под Якутском были. Там только... Да, Ленские столбы, по-моему, ездили, вы тоже... Не-не-не, мы в районе Покровска все были. в районе Покровска. Китары, потом что, Киталдюра и Ведяй. И все лето так. Я с ребятами разговаривал, только со снегом, говорит, дома были. Да? Да-да-да, а потом уже с Усьмая, уже в сентябре они выехали только, уже когда снег пошел. Да. Ребята говорили, что это. Относительно прошлого года, ну, прошлых лет, как сейчас снабжение там, то все. Да пока все так же. Все так же. Вот единственное только то, что зарплату вот сейчас вот подняли в апреле на 10%. Ну, все равно она еще маленькая. Все равно доплату ведут до минималки. Поэтому пока народ мы не можем набрать толком. Не идет народ. От в Алдане, вот что Алдан, Нерюнгри, Мирный. Это такие, скажем так, города, где есть добыча золота, газа. Там зарплата с этим несравнимая. Да, 30 тысяч это минималка для, скажем, как для профессионалов это низкая плата. Ну да, ну я видел, вчера я с нашими ребятами ходил, так быстро все это, ну, слаженно так работает. Там кто-то подпилил, кто-то уже там поднимает, тут это, ну, слаженно, и тут сразу подбегает, начинает это тушить. Ну, слаженно так работает, ребят. Это видно, что не один год вместе работает. Да, Ну, здесь больше уже, скажем так, как фанаты да, остаются. Да, душа, если это самое. Да. Чтобы лезть не Тем, кому нравится такая работа. Да. А так, сама. Ну да, за такую зарплату, за это. Тем более, работаешь же летом, и в основном никуда не выйдешь. Еще лето, какое лето выпадет, неизвестно, да? Да, еще заработаешь, не заработаешь, что-нибудь. Потому что все зависит от тушения. Опять же, зарплата зависит от тушения. Ну, большая благодарность вам, как говорится, от имени всего. Ну, от нас, короче, что вы лес там сохраняете. Успехов вам. Спасибо.
Будем стараться и дальше вас радовать. Ладно, спасибо. О, сегодня должны улетать уже. Там площадку подготовили. Ну, сядет, наверное, вертолет-то там. Вещи уже прибирают. Вон Женя стоит. Постоянно попадает не под настроение. Это уже подъехали Максим, Андрей. Куда вы меня знаете? Тебя покажут. Отработали, остановили пожар. И уже дальше больше не пойдет. Ладно, спасибо еще раз ребятам. Вот так вот все лето. Еще куда перебросить неизвестно. Где-то 10 километров отсюда, говорят, пожар был. Может туда, может в Алекну, сами даже не знают. Туда их сегодня увезут. Вот такая, ребята, работа у ребят. Так вот. Ладно, успехов им, здоровья, счастья и поменьше пожаров. Это вот мы допустим тому дура. Ну ёбаный ты дебил, вот я это говорю.